С вами Виталий Деркач из проекта amzempire.ru. И сегодня в данном видео я хочу предупредить всех пользователей Unicorn Smasher об одной очень важной штуке, которую мы обнаружили благодаря одному из наших подписчиков и пользователей Amscope, который написал мне лично об одной такой интересной особенности, которая была и у нас в Amscope, но мы ее починили, и сегодня я вам покажу, что за проблема существует в Unicorn Smasher, и вы должны внимательно о ней знать, чтобы не обмануть себя, когда вы будете делать выводы по продуктам, которые вы собираетесь продавать на Амазоне в определенных категориях. Итак, начнем. Смотрите, мы сейчас находимся на страничке Амазона, и забил я вот следующее ключевое слово Wireless Headphones. Запустим Unicorn Smasher. Так, сейчас я сделаю рефреш, чтобы он все данные обновил как следует. Вот, запускаем Unicorn Smasher. И здесь мы, собственно, видим с вами такую картину. Вот, видите, у нас категория Cell Phones Accessories. Вот у нас, собственно, продукт. И у него ранг 1, первое место. То же самое мы видим здесь. Видите, категория Cell Phones Accessories. Другой продукт, и у него тоже ранг 1 в этой же категории. Немножко странно, не так ли, что два продукта имеют первое место в одной и той же категории? Ну, что-то здесь не так однозначно. Итак, кстати, он почему-то не подгружает данные рекламных постов. Не знаю, это только у меня так или... Ну ладно, ничего, реклама нам не так сейчас важна. Итак, смотрим. Значит, давайте посмотрим повнимательнее на конкретно эти продукты. Заходим сюда, мы видим, что действительно это number one bestseller, но в категории Bike Headsets. Скроллим вниз, чтобы посмотреть, что у нас действительно обстоит здесь с BSR. И что мы здесь видим? Во-первых, мы видим, что это number one в категории Sports and Outdoors. Давайте еще раз внимательно посмотрим. Cell Phones and Accessories. Но нет, здесь слова нету, Cell Phones and Accessories. Подозрительно. Ну ладно. Это еще не самое страшное. Самое страшное то, что мы видим, что здесь, в принципе, Amazon нам не предоставляет родительскую категорию для этого продукта. То есть мы видим, что родительская категория данного продукта это Sports and Outdoors. Ну, самая верхняя, топовая категория. Но, тем не менее, какую позицию данный товар занимает именно в родительской категории, Amazon нам не показывает. А показывает он только позицию, которую он занимает в подкатегории т.т. и так далее, в подкатегории headsets. Понимаете? То есть мы не можем сделать вывод, какую же позицию на самом деле занимает данный продукт в своей родительской категории. Amazon не предоставил для этого листинга этих данных. Соответственно, сделать выводы по продажам для этого продукта мы не можем. Мы не знаем, какую позицию он занимает в родительской категории. Соответственно, по-правильному Unicorn Smasher не должен нам предоставлять никаких данных для этой категории. В нашем же случае, вот мы видим, что здесь он нам, во-первых, мало того, что он вообще другую категорию для этого продукта выбрал, так он еще и первую позицию для нее поставил. То есть, действительно подозрительно. А если мы зайдем в категорию Cell Phones and Accessories, и посмотрим на первое место в этой категории, то тут даже, он не занимает этот продукт первое место в этой категории. Тут у нас совсем другой. Соответственно, Unicorn Smasher очень сильно вводит в заблуждение, предоставляя вот эти неверные данные. Будьте очень внимательны, потому что на основе этого вы можете этого не знать, не замечать и будете делать выводы, что вот продукт продает почти 3813 единиц в месяц. Очень здорово, очень здорово. И здесь у нас хороший. Вот, и вы можете очень сильно обмануться. Да, как мы об этом узнали, еще раз скажу, пользователи, у нас та же самая проблема была в Amscope, потому что, видимо, Amazon для каких-то листингов изменил немножко формат, и возникла вот эта проблема. И после этого мы
в Amscope, починили эту проблему, и здесь в случае, когда недоступна родительская категория, вы будете видеть прочерки, и тем самым они вас не будут вводить в заблуждение, и вы не сделаете неверных выводов, как могли бы сделать, если бы пользовались Unicorn Smasher. Вот, например, зайдем сюда, мы видим, что здесь, видите, у нас тоже нету родительской категории. Да, он занимает второе место в категории Over-ear headphones, но какое место он занимает в Electronics, мы можем узнать только если будем заходить внутрь Electronics всего топа и искать постепенно по вот этому названию этот продукт, что в принципе технически довольно сложно. Вот, соответственно, вот это я вас хотел предупредить. Имейте в виду, будьте внимательны. Такое чаще всего встречается сейчас на Амазоне именно с товарами, которые касаются какой-то электроники, телефонов. Поэтому, если вы ищете продукты в этих категориях, имейте в виду. Вот. Если же вы ищете в других категориях, такие как Jumping Rope, то там с этими проблемами вы не столкнетесь. Ну и да, пользуясь случаем, раз уж тут речь пошла про эстиматоры, то хочу сказать, что мы в Amscope обновили наши алгоритмы очень хорошо. Теперь они актуальны. Статистика собрана по последним месяцам, июнь, июль. Вот самые свежие данные и максимально точные. То есть теперь у нас эстимейты возвращаются для BSR меньше 100. Раньше, если вы пользуетесь Amscope, вы видели такие цифры, как больше 100 продаж в день. Сейчас у нас максимально точные данные. Вот, так что это хорошие новости для тех, кто пользуется Amscope. А для тех, кто пользуется Unicorn Smasher, будьте бдительны, внимательны и всегда обращайте внимание, не находится ли товар в подкатегории, касательно именно в основном электроники. Вот, поэтому просто хотел вас предупредить. Удачи вам в продажах на Амазоне и увидимся, как всегда, на amzempire.ru. Пока!